Ну, вообще, путь в общественной деятельности, он начинался еще со школы, когда активно в школах развивалось и развивается сейчас школьное самоуправление. Я был лидером детско-юношеской организации «Жасулан», лидером своей школы, лидером города, был президентом школы. И, наверное, вот эта вся активность, которая в школьные годы складывается, она, наверное, так или иначе предопределяет характер, предопределяет путь, по которому человек будет идти дальше. И активность, и вот стремление быть всегда в водовороте событий, оно осталось и по сей день. Поэтому сегодня я продолжаю свою работу в общественном поле, возглавляя большую молодежную организацию, молодежное крыло Ассамблеи народа Казахстана. Ну, наверное, все-таки, если говорить о старте, то старт, он все-таки начинался в стенах моей родной школы, и вот именно с того возраста, с того периода. Переломные моменты и, наверное, такие важные моменты, они в жизни каждого человека бывают. Конечно, у каждого человека бывают минуты расстройств, минуты таких небольших разочарований, но это не повод останавливаться. Всегда, если ты четко видишь свою цель, ты идешь к этой. Также и в своей жизни я очень уверенно шел к той задаче, к той цели, которую перед собой видел. Если говорить о тех этапах, которые можно назвать такими шагами к успеху, очень тяжело назвать себя успешным человеком. Я думаю, что вот теми предопределяющими вещами, которые складывали меня как человека, как активиста, это, наверное, конечно, в первую очередь знакомство с очень важными для меня и в моей жизни наставниками. Вообще любому человеку очень должно повести учиться у очень мудрых людей, и я могу себя назвать счастливым человеком, потому что мне с наставниками очень сильно повезло. И это, наверное, одно из таких первых главных достижений. Конечно, были разные периоды. Это и когда ты впервые становишься лидером детско-юношеской организации, это тоже определенный шаг к успеху. Когда ты становишься уже лидером республиканской молодежной организации, это отдельная история. Конечно, было много таких периодов, связанных с активностью в школьные годы. В 16 лет вышла моя первая книга, посвященная родному городу Жезказгану, и это тоже такой очень важный этап. Но все-таки, наверное, если откручивать все это назад, то нужно сказать, что все это начинается именно с наставников, с учителей, не столько учителей предметных, сколько учителей по жизни. И это и родители, это и наставники, которые вот сформировали все это и помогают по сей день двигаться дальше, помогают находить мотивацию, помогают находить силы, вдохновение, делать интересные вещи. И еще один очень важный момент, о котором надо сказать, и который можно назвать успехом в жизни каждого человека, это обрести очень надежную, очень верную команду. Я очень горд сегодня трудиться в такой большой команде Ассамблеи Жастара. И вот это, наверное, тоже достижение для человека собрать вокруг себя, работать в единой команде, в группе единомышленников, соратников, которые помогают тебе, поддерживают в любых твоих начинаниях. Меня мотивирует в первую очередь то, что тем, чем мы сейчас занимаемся, создаем возможности для молодежи, в том числе для сельской молодежи. И когда ты видишь результат этой своей работы, когда талантливые ребята, когда молодые активисты из сельских округов приезжают и находят возможности для самореализации. Вот это как раз-таки то, что очень сильно мотивирует тебя двигаться дальше, делать еще больше интересных проектов. И, наверное, как я уже ранее сказал, это все-таки заряженность, такая по-хорошему одержимость нашей команды. Когда ты работаешь в команде тех людей, которые искренне болеют за свое дело, которые душой горят за свое дело, которые ежедневно прикладывают большие усилия для того, чтобы как можно больше новых проектов создавалось, для того, чтобы молодежь находила новые источники самореализации, вот это как раз-таки все то, что мотивирует, все то, что заряжает и дает возможность двигаться дальше.
Нужно, конечно, сказать, что вот мы, как молодежное крыло Ассамблеи народа Казахстана, очень большое внимание уделяем продвижению общеказахстанских ценностей в молодежной среде. И это те ценности, которые я, как гражданин, как человек, всецело разделяю и поддерживаю, и считаю гражданский долг, чтобы каждый человек был ответственен за развитие этих ценностей, за продвижение этих ценностей. Конечно, это те вещи, которые сегодня объединяют наше общество, объединяют наш народ. Это единство, это согласие, это дружба, которая сегодня есть между всеми гражданами нашей страны. Это стремление к новым знаниям, это стремление и уважение к труду. Это как раз-таки те вещи, которые формируют ответственного гражданина и которые делают формируют образ полноценного гражданина, полноценного человека. Поэтому я думаю, что вот эти ценности, они важны для меня лично, и они очень важны для всего нашего общества в целом. Читаю. Я очень много времени стараюсь уделять чтению. И, конечно, свободное время я провожу либо во время встреч с друзьями, либо за чтением книг. Но вот если говорить о друзьях, это, наверное, такая профессиональная особенность всех общественников, что твоя же команда – это твои же друзья, с которыми ты и свободное время проводишь. Поэтому очень тяжело сказать, сколько работает общественник в день. Наверное, все-таки наша работа, она 24 часа, 7 дней в неделю, потому что мы всегда находимся в окружении своих единомышленников, с которыми даже отдыхая где-то, даже проводя свободное время, мы все стараемся обсуждать какие-то новые идеи, новые предложения. И это классно, и это очень, наверное, уже сегодня других возможностей для отдыха я для себя не вижу. Не отчаиваться. Не отчаиваться, пробовать. Может быть, это сейчас покажется очень таким наивным, очень заезженным советом, но на самом деле никогда или очень редко получается что-то сделать с первого раза. Всегда нужно пробовать. Бывают неудачи, бывают какие-то ошибки, но это не повод для того, чтобы останавливаться. Очень важно правильно ставить перед собой цель и идти к этой цели. И здесь уже, я думаю, что для каждого человека он должен понимать, что ради вот той цели, которую он для себя ставит, очень важно проявить терпение, очень важно проявить трудолюбие, погружение во все эти вопросы. И, конечно, возвращаясь вот к этому ответу, не отчаиваться, даже если есть какие-то сложности. Сейчас, в особенности для молодежи, возраст – это такое хорошая для нас возможность, у нас есть фора, и поэтому у нас есть возможность пробовать несколько раз. У нас есть возможность спотыкаться, вставать и идти дальше. Но самое главное – не терять темпа, уверенно идти к поставленной цели. Я думаю, что каждым общественником движет желание что-то изменить в обществе. Если бы у нас такого не было порыва, мы бы, естественно, не занимались вот теми созидательными вещами, которые занимается любой общественник, любой молодежник. Поэтому, конечно, мной тоже движут такие цели, которые греют во мне желание сделать что-то лучше для своей страны, для своего общества, для своего города, для своего региона и так далее. В своей сфере мы также стараемся, чтобы сегодня голос молодежи был слышен еще больше, чтобы участие молодежи еще больше продвигалось на разных площадках, чтобы для молодежи создавалось еще больше новых возможностей. Это, конечно, вот то, что мы делаем в нашей сфере. Поэтому, конечно, молодежная организация, я всегда об этом говорю, мы сервисная организация, мы оказываем услуги, условные услуги. Поэтому для нас очень важно, чтобы тот продукт, который выдает молодежная организация, он был полезен, он был интересен и он был доступен для нашей основной аудитории, для молодежи. Жизненное кредо очень сложно сформировать, я не очень люблю вот эти лозунги по жизни, но поблагодарить я хочу искренне своих родителей, свою семью за поддержку. Очень хочу поблагодарить всех своих наставников, начиная со школьного времени и которые сейчас поддерживают во всех начинаниях, за
те возможности, которые они создали в свое время, за то, что они поверили, и за то, что любая, даже, может быть, бредовая идея, она поддерживалась, и сегодня многие вещи воплощаются в жизнь, и это на самом деле очень интересные, очень достойные проекты, которыми я горжусь.